Вы слушаете радио «Спутник Абхазия». Институт экологии Академии наук Абхазии сотрудничает с Сибирским отделением Российской академии наук, в частности, с научно-исследовательским центром по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН, или просто сокращенно НИЦ «Экология». С руководителем этой организации нами подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, и это очень продуктивное и интересное взаимодействие, потому что этот научный центр располагает, можно сказать, в определенном смысле уникальными, очень современными инструментами, которые позволяют оценивать состояние важных инженерных сооружений. И естественно, что это само по себе уже сложная задача, потому что сложные инженерные сооружения требуют достаточно дорогостоящего инструмента, методик для оценки их состояния. Здесь мы столкнулись, в общем-то, с необходимостью таких оценок. То есть Институт экологии наш посчитал, что вот такие оценки сейчас необходимо уже сделать, да, каких-то инженерных сооружений наших? Да, это, конечно, инициатива института. Институт на то и научно-исследовательское учреждение, которое отвечает на вопросы гораздо раньше, нежели чем они возникнут в обществе или, так сказать, сформируются в среде специалистов, потому что нужно смотреть вперед. И такими сложными объектами в первую очередь была плотина Гальского водохранилища. То есть в первую очередь мы были нацелены именно на этот объект. Этот объект сам по себе является частью самой сложной искусственной гидросистемы в мире. Представляет собой земляную, я подчеркиваю, земляную плотину высотой 40 метров. Она эксплуатируется уже на протяжении почти полвека. Даже в общем-то, больше, да, уже чем полвека. И поэтому особенно последние 30 послевоенных лет, естественно, и этим никто не занимался. Когда у нас появилась такая возможность после общения с нашими коллегами из Новосибирского отделения, мы предложили им провести такой вот хотя бы на первом этапе рекогносцировочное обследование с помощью самых современных методов электротомографии. И второй метод параллельный, этот метод выделения стоячих волн. И нами было проведено обследование плотины Гальского водохранилища, получены предварительные результаты, я подчеркиваю, это предварительные, потому что наша задача состояла в том, чтобы именно определить пригодность данного метода или данных методов для того, чтобы получить детальную картину. И мы убедились, что этот метод действительно работающий, он перспективен, и, в принципе, мы можем дальше сотрудничать в этом направлении с Новосибирским научным центром. И у нас сложился очень такой эффективный, по-человечески, так сказать, добрый уровень отношений, который позволяет нам, так сказать, вести работу, так сказать, дальше. Все-таки какие-то выводы по ИНГУР-ГЭСу сделали ученые в результате обследования этого объекта? Ну, хотя бы, вот вы сказали предварительные, но они тоже интересны. Да, конечно, эти выводы у нас есть. Мы получили, так сказать, результаты. Заинтересованным структурам они могут быть, так сказать, и будут обязательно переданы для того, чтобы развивать эти изыскания, эти исследования дальше. Роман Сайдарович, но уже есть, мы поговорим о других объектах тоже, но уже есть как бы в СМИ информация о том, что выяснилось, что возникают проблемы с обходной фильтрацией и обводнениями, что может привести к разрушениям насыпной конструкции дамбы и протечкам. Так ли это на самом деле? Ну, да, что вообще это значит? Да, просто бы объяснили нам. Ну, это значит, что в теле плотины идут процессы.
И если их не вовремя не остановить, то они приведут к размывам и потере целостности. Сейчас трудно сказать, сколько это времени займет. То есть это вопрос, так сказать, дальнейших исследований для того, чтобы определить темпы этих процессов. Но в конечном счете они известны были инженерам первой перепадной гидроэлектростанции, которая находится в теле Гальской, плотины. Поэтому здесь для них это не было каким-то откровением. Просто метод дает детализацию, он позволяет видеть локализацию процессов, в каком месте они сосредоточены. Можно видеть в определенной степени интенсивность этого. Поэтому дальнейшее развитие этого сотрудничества, оно, конечно, в значительной степени будет связано с уже, так сказать, взаимодействием непосредственно со структурами, отвечающими за функционирование этого объекта. Потому что здесь, если в этом году для всех участников все эти расходы были взяты на себя и, так сказать, научным центром и институтом экологии, то в дальнейшем, уже дальнейшая детализация, дальнейшее проведение исследований нужно будет делать на каких-то договорных отношениях, которые будут компенсировать те затраты, которые будут нести исследования в этом направлении. То есть нужны будут еще дополнительные средства для того, чтобы эту работу продолжить, так я поняла? Конечно, это только начало, да. Роман Саидович, понятно, что исследования проводятся ради того, чтобы как-то повлиять на вот эти негативные процессы, которые происходят, да, на объекте, из-за разных факторов, да, влияния. Что можем предоставить мы, да, и, специалисты наши, по тому, чтобы вот эти процессы нивелировать, их негативное влияние? Во-первых, это работа двух научных учреждений. Это совместная работа Новосибирского отделения, в данном случае научно-исследовательского центра экология и Института экологии Академии наук Абхазии. И на начальном этапе наша задача, в общем-то, экспертная. Это определить, уточнить, детализировать и предоставить эту информацию для учреждений, которые будут в дальнейшем заниматься уже принятием непосредственных решений для данных проблем, которые существуют. Но их же решить можно? Или это такие, физические процессы, на которые мы не можем влиять? Конечно, это не только решаемые проблемы. Речь идет о том, что вовремя среагировать и не допустить развития событий на таком уровне, когда решение проблемы повлечет за собой огромные ресурсы. Да, то, что геофизики сказали о том, что уровень воды в Галском море меняется в течение дня, там более чем на метр. И это в естественных условиях. Это влияет на то, что вот эти разрушительные процессы происходят? Или это безотносительно? Мы уже 2 года как имеем на Гальском водохранилище гидрологический пост, который регистрирует почти 10 параметров, начиная от температуры воды, электропроводимости, атмосферных параметров, такие как скорость направления ветра, давление и так далее. Помимо этого, мы регулярно в год 1 раз проводим большие экспедиционные выезды, которые регистрируют поле, температуру, плотности, мутности по разрезу почти до 30 метров. И эти результаты являются научными результатами, они отражаются в публикации. Кстати, в этом году выйдут публикации по Гальскому водохранилищу, что является очень важным для использования самого большого по зеркалу воды искусственного водоема в Абхазии. Это 17 почти квадратных километров. И есть планы по выращиванию рыбы в этом водохранилище. И естественно, что основным поставщиком самой точной и подробной информации об этом водоеме, конечно, это информация нашего института.
А тот вопрос, который вы задали относительно колебаний, он имеет значение, потому что резкие подъемы и сбросы воды в водохранилище, они имеют эффект подсасывания. То есть эти резкие подъемы и опускание воды, они влияют на берега, на плотину, как своеобразный такой насос. Поэтому в данном случае одним из результатов этой работы, конечно же, станет рекомендации по поводу того, в каком режиме можно будет в безопасном режиме эксплуатировать водохранилище. Ну, это, знаете, своего рода такие работы пилотные. Пока не вошли в основную тематику института, мы их поставим на следующие, периоды. Уже сейчас мы очертили проблемы и те направления работ, которыми будем заниматься в перспективе. Ну, если сейчас отойти от объекта Ингургэс, то что еще обследовали, какие еще объекты обследовали ученые новосибирские? Да, у нас оставалось время и возможности после работы на плотине Гальского водохранилища. Мы, провели, используя эти методы, провели оценку состояния Абхазского государственного университета, здания корпусов Абхазского государственного университета. Для нас это очень важный объект для всей республики. Мы попросили провести эти работы. Мы, правда, до конца их не смогли провести, потому что потребовалась достаточно большая подготовительная работа. Но мы сделали часть этой работы, и она выявила тоже сложности, которые существуют под зданием университета. Университет находится на склоне, и несмотря на то, что он располагается в таком замечательном месте, откуда открывается перспектива, видно Сухумскую бухту, на город Сухум. Есть свои проблемы, связанные с тем, что это склон горы. Существуют старые проблемы, которые в свое время были решены путем создания специальной подпорной стены. И вот именно ее состояние, на нее было обращено внимание. И там, тоже были получены результаты, которые нужно в дальнейшем детализировать, и выявлены проблемные участки. Помимо этого... То есть эта стена, она что с ней происходит? Дело в том, что с ней, слава богу, пока ничего не происходит, но на ее северо-западном, крае выявляется накопление и переувлажнение грунтов атмосферными осадками. Поэтому, этот вопрос требует решения, как он будет выглядеть, покажет дальнейшие, работы. То есть это совершенствование системы водоотведения со склонов, таким образом, чтобы под корпуса университета попадало минимальное количество, стоков от атмосферных осадков. Понятно. То есть какую-то систему дренажа или там что-то наподобие, да? Совершенно верно. То есть это совершенствует систему дренажа, который позволит, избежать переувлажнения грунтов, раскисания их, которые являются, прямо ведут к оползневым, экзогенным процессам. А степень поражения на сегодня какова? То есть значительно или просто это потенциальная угроза? Я предварительно сказал, что это только начальные этапы работы, и сейчас сделать какие-то, выводы будет не совсем верно. Поэтому нам потребуются дополнительные исследования. По всей видимости, мы в этом году определимся с характером их проведения, исходя из того, что было сделано в этом году. Уже на следующий год, может быть, и зимой составим такой график работ с учетом заинтересованных структур и организаций для того, чтобы провести более детальные исследования, тем более, что по каждому из этих объектов, которые были обследованы, потребуются дополнительные подготовительные работы. Например, по университету надо будет
произвести подготовку линий установки датчиков. Выше университета там где-то кусты, где-то, так сказать, заросли. Это все надо будет расчистить для того, чтобы у нас была свободная полоса, на которой можно будет установить датчики мониторинга, контроля для получения такой более детальной, достоверной информации, которую можно будет уже использовать в дальнейшем для стабилизации. А насколько устойчивы несущие конструкции, вот эти основные конструкции, которые держат здание университета? Слава богу, университет – это очень основательное капитальное сооружение. И надо сказать, что университет проектировался очень хорошими специалистами. Сам проект в свое время получил государственную премию. Он касался вообще всего комплекса. То есть это одно из лучших для своего времени было сооружение в бывшем Советском Союзе. И особенно это касалось высших учебных учреждений. То есть это такой своего рода кампус университетский, в котором не только были учебные корпуса, но и целый ряд, как спортивный комплекс, вспомогательные разного рода службы, общежития, мини-фабрики и так далее для учебного производственного процесса. То есть это, конечно, для своего времени было достижение. И поэтому университет, слава богу, так сказать, очень основательно и капитально устроен. Но он требует постоянного внимания. Он находится в таком месте и в условиях изменяющегося климата, когда повышается количество осадков почти в 2 раза. Соответственно, мы должны адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Поэтому эти исследования в первую очередь направлены на то, чтобы вовремя отреагировать на изменяющийся климат и принять необходимые меры для обеспечения безопасности. Что касается других объектов? Это в первую очередь сам Сухумский маяк, который находится на территории института. Это сооружение, ему больше 160 лет. Он является памятником историко-архитектурного наследия и фактически самым старым инженерным сооружением, действующим инженерным сооружением на территории страны. И естественно, что для нас было крайне важно знать состояние, степень изношенности его конструкции. Как известно, маяк опирается на буровые сваи длиной около 17 метров, которые ввинчены в прибрежный песчано-гравийный грунт. И естественно, что это неустойчивые грунты, и была произведена проверка этого состояния. Выявлены участки, где опоры ослаблены. И сейчас мы ведем переговоры относительно того, как получить возможность такой гуманитарной, так сказать, спонсорской помощи для проведения реконструкции, обеспечения устойчивости этого очень важного объекта на территории столицы и республики. Помимо этого, для того, чтобы получить как можно более широкий спектр применения этих методов, также был обследован и Гуместинский мост. Были выявлены те участки опор, которые являются наиболее уязвимыми на сегодняшний день. Это уже, по всей видимости, надо будет уже разговаривать, представлять эти данные нашим специализированным службам, которые занимаются обслуживанием мостов, строительством мостов, для того, чтобы эта информация была у них. Но она, опять же говорю, предварительная, и для того, чтобы иметь точную, достоверную, совершенно конкретные сведения об этих оценках, нам потребуются дополнительные исследования. Также нами было проведено, обследование Новоафонского монастыря на предмет грунтовых вод, которые дренируют под этим памятником историко-культурного наследия. И также было проведено обследование плотины у Псырцкой ГЭС в Новом Афоне. То есть это такой комплекс работ, которые носили такой пилотный характер
для того, чтобы охватить как можно больше разных самых объектов и подвергнуть их, так сказать, исследованиям с помощью самых современных методов для того, чтобы знать, Роман Саидович, как мы будем действовать дальше. Да, хотелось узнать, может быть, коротко вы бы сказали, в чем проблема вот на этих двух последних объектах? Вот что выяснили? Значит, что касается Новоафонского монастыря, значит, он тоже находится на склоне, и, естественно, со склонов атмосферные осадки проходят в грунты, и есть участки, где грунты являются заметно насыщены атмосферными осадками, которые загружаются сверху со склона, и, соответственно, какие-то части конструкции могут находиться в неустойчивом состоянии. Есть такая вот серьезная необходимость провести дальнейшее обследование, значит, именно этих участков для того, чтобы предпринять меры, такие как улучшение дренажа, значит, приведение их в более эффективное состояние для того, чтобы не допустить, значит, негативного развития событий и усугубления этих процессов. Что же касается плотины, значит, Упсырской ГЭС, это сооружение, слава богу, пока находится, так сказать, в достаточно хорошем состоянии. То есть, но понятно, что как любое инженерное сооружение, которому уже больше 100 лет, состоящее из бетона и металла, имеет, конечно же, склонность к тому, что эти конструкции могут естественным образом проявлять усталость, и есть необходимость регулярно производить подобного рода исследования для того, чтобы знать, что же, собственно говоря, происходит. Это такая своего рода необходимая диагностика для того, чтобы вовремя отреагировать на появляющиеся проблемы. А устойчивость Гумистинского моста, вот насколько она может пострадать в результате того, вот, что показало обследование? Дело в том, что есть участок опор, которые пострадали, полотна, которые пострадали во время войны. И обследование показало, что основные проблемы лежат как раз в плоскости именно того, на что пришлись, так сказать, там удары во время Отечественной войны народа Абхазии, тем более, что этот участок был участком интенсивных боев, и послевоенное время были предприняты несколько попыток обеспечения безопасности Гумистинского моста с учетом его крайней важности для коммуникации в нашей республике. Были проведены и после войны ремонтные работы, и сравнительно недавно, но понятно, что эти конструкции моста не могут находиться в таком безопасном состоянии бесконечно долгое время. И с учетом возросшей транспортной активности, использования активно большегрузной техники, есть, как вы знаете, есть планы строительства нового Гумистинского моста. И они сейчас, так сказать, активно прорабатываются. Трудно сказать, когда все это будет воплощено в жизнь. Гумистинский мост продолжает оставаться важнейшим связующей коммуникацией для транспорта в республике, поэтому внимание к нему должно быть крайне сосредоточенным. Поэтому результаты мы, естественно, передадим, и если потребуется в дальнейшем, так сказать, заинтересованность будет проявлена в дальнейшем проведении подобного рода работ, естественно, мы с нашими коллегами, проведем более детальную и тщательную работу по этому направлению. Это все, что обследовали ученые, или есть еще объекты? Был еще один участок на Пицунской низменности, это касалось Инкитского залива. То есть это вопрос дренажа вод, которые располагаются на низменности через береговую, кромку. Это древний участок
устье, который связывал внутреннюю лагуну на Пицунской низменности через ныне существующее озеро Инкит с морем. Поэтому для нас было важно, какова степень интенсивности процессов, происходящих на низменности. Тем более, что Пицунская низменность является не только в Абхазии, но и практически по всему побережью одним из самых сложных регулируемых гидрологических систем. То есть уровень грунтовых вод на низменности находится в прямой зависимости не только от атмосферных осадков, но и от уровня моря. И если не производить осушение этого участка, то он очень быстро покрывается водой, практически на 300-400 гектарах. И дальнейшая там эксплуатация, и сельскохозяйственных угодий, и пастбищ оказывается невозможной. Тем более, что процесс осушения сопровождается засолением, потому что морские воды дренируют через небольшую узкую полосу прибрежной гальки, песка, и быстро попадают в виде соленых таких растворов на поверхность и в озеро Инкит. И поэтому нам было интересно знать, какова картина. Получены были очень интересные сведения, которые для нас являются предметом анализа и дальнейшего построения программы дальнейших исследований в этом направлении. Роман Саидович, обследовали здание бывшего Совета министров, да, так называемый Совмин загоревший. Вот что обнаружили ученые? В данном случае было обнаружено, что, собственно говоря, здесь каких-то больших открытий не было сделано, просто было установлено, если раньше говорили о том, что до 4-го этажа здание более-менее устойчиво, а что касается более высоких, частей здания, более верхних этажей, то они находятся, в аварийном состоянии. И это было такое своего рода заключение специалистов, которое было сделано достаточно давно, может, лет 20 уже прошло с того времени. Это было заключение, за которым не было какого-то конкретного измеренных данных, какой-то проверяемой конкретной методики. В данном случае полученный результат свидетельствует о том, что действительно, до 4-го этажа здание, возможно, если в этом какая-то экономическая целесообразность существует, сохранить, а все, что касается верхних этажей, то они уже не подлежат реконструкции, восстановлению, то их просто надо сносить. Это может и не иметь какой-то практической ценности в том смысле, что возможно, что когда речь пойдет о проведении каких-либо работ, может оказаться, что гораздо экономически целесообразно вообще полностью разрушить это здание до фундамента и построить новое. Но в данном случае, применение этих методов для нас было важным и показательным, что они подтвердили выводы, прежде сделанные выводы специалистов. Тут нужно принять изначально своего рода такую принципиальную позицию по данному вопросу, что с ним делать дальше. И тогда уже отсюда будут исходить следующие действия. В данном случае пока, насколько мне известно, никаких решений, принципиальных решений по данному вопросу не принято. Дело ученых исследовать и рассказать, что они обнаружили, а там решения, конечно, будут принимать другие организации. Да, совершенно верно. Академический институт является экспертным учреждением. И когда задают вопросы, у экспертов института должны быть ответы на эти вопросы. И поэтому экспертная миссия института в данном случае сохраняется. Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».